Дорогие друзья, ну снова мы в ботаническом саду, и сегодня мы будем снова говорить про обрезку растений и яблони в цвету. Очень скоро у нас в Якутске ботанический сад превратится просто в замечательный рай для любителей красоты. И сад нас пригласит, как всегда, полюбоваться вот этой красотой. Но, чтобы эта красота была, нужно, конечно же, поухаживать за ней. И сегодня мы этим и займемся. А еще мы поговорим вообще о подкормках наших растений и вообще какой должна быть почва. Наталья Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, яблоня. Да, яблоня очень красивое, уникальное растение. Оно хоть и не типично для нашей Якутии, но оно себя зарекомендовало вообще великолепно, хорошо растет, быстро развивается, бурно, обильно цветет, дает урожай великолепных яблочек. Чтобы их получить, нужно будет приложить некоторые усилия. И давайте мы сегодня начнем именно с обрезки яблони. Вот это вот у нас деревце еще достаточно молодое такое, но оно уже сформировалось, имеет такую густую крону. Смотрите, она у нас многоствольная. Когда мы думаем о том, стоит ли стричь нам древесное декоративное растение, именно стоит или не стоит где-то что-то постригать, мы вообще должны сначала определить для себя, нравится нам это или не нравится. Если нам деревце нравится, то в принципе пусть оно растет себе дальше. Если есть какие-то там у нас претензии к нему, тогда мы уже можем с ним поработать. Вот наши секаторы здесь как раз и помогут. Например, если растение растет возле здания, то оно бывает отклоняется от здания, например, в сторону солнца. Тогда мы можем его подкорректировать. Или оно убегает от другого, более крупного растения, тогда мы тоже можем ему помочь вот как-то вот сформировать под свой вкус опять-таки. Вот. И поэтому, вот, если мы посмотрим, вот это деревце очень хорошо выглядит. Единственное, что у нас вот тут вот мы замечаем, что после зимы у нас есть некоторые, ну вот сломалась веточка. Конечно же, ее нужно будет убрать. Что еще нужно убрать? Нужно будет убрать все мертвые ветки. Бывает такое, что иногда ветки отмирают по естественным каким-то причинам. Постоянно происходят процессы отмирания, они никуда этого не избежать. Поэтому мы смотрим. Сначала вот убираем сломанные мертвые ветки. Потом мы, в общем, на облик кроны смотрим. Ну, деревце нуждается в большом количестве света, нуждается в том, чтобы воздух сквозь него проходил. И поэтому я предлагаю убрать ветки, которые растут внутрь, которые между собой переплетаются, притягивают на себя солнце, какие-то не допускают его к себе. Поэтому вот сейчас давайте мы вот тоненькие веточки, мы нашими секаторами, хорошо наточенными, мы сейчас пообрезаем. Ну вот, если посмотреть, да, вот часть ветвей растет наружу. Это очень хорошо, это очень красиво. Но есть веточки, которые внутрь, и видите, им тут тесно уже. Давайте вот начнем, наверное, вот с этой веточки, которая опять-таки вот ориентируемся на почки. Да, максимально близко к стволику срезать, чтобы не было какого-то пенька, чтобы не было некрасивостей каких-то. Вот здесь давайте вот уже и начнем. Вот, максимально я подвожу секатор к большой стволику и срезаю. Не всегда все хорошо получается, но вот пошло. Давайте еще уберем несколько веточек, которые могут нам создавать нежелательное затенение. Потом, если веточки какие-то стали очень длинными и тоже выбиваются, можно их будет немножко подрезать. Посмотрите, да. вот эта ветка очень длинная. Как вот, если я ее вот здесь вот подхвачу? Давайте. Вот посмотрите, немножко вот как, ну, почечка вот здесь вот над ней, и немножко оставляю место от почечки, да, отхожу и подрезаю. И у нас получится, что вот от этой веточки пойдут боковые побеги. И, кстати, вот эту веточку тоже хочется подрезать немножечко. Тогда получается... Так, вот здесь она будет, вот здесь, по-моему, да? Почечка вот, пошла, почечка пошла. Вот здесь вот можно? Можно. Вот так вот. Вот. Иногда бывает, что растение, когда становится больше, и ветки вот начинают прям расти снизу, и они вот, бывает, что создается угроза для растений, что эти ветки обломаются и тем самым могут повредить дерево. Давайте перейдем к другому растению, и там уже на нем посмотрим, какие вот ветки обязательно нужно будет убрать. Давайте подойдем. Вот смотрите, подходим к этому дереву, которое очень нуждается в нашей обрезке.
Посмотрите, да, если у того растения веточки снизу, стволики внизу были голенькие, то у этого они прямо горизонтально и даже ближе к земле растут и Стелятся прямо уже стелятся, почти. да, по земле. Чем это плохо? Ну, во-первых, это внешний вид, декоративность, она снижается. В дальнейшем это вредители болезней через эти Конечно, веточки да. могут попасть на растение и распространиться по нему, по всему. По всему вот дереву. Да. Поэтому мы подлезаем вниз и безжалостно обрезаем все вот эти вот нижние наши Да. ветки, да? Ну, тут нам уже немножко другие инструменты Так. помогут. Ваш секатор берет тоненькие Мгм. веточки. А вот есть такие сучкорезы. Они Да. есть очень разные, они более мощные, они 2,5-3 Понятно. сантиметра диаметром веточки, они спокойно режут. Хорошо. Ну, а если у нас уже вообще такой достаточно толстый стволик, то нам помогут садовые пилы. Они тоже есть разные. Ага. Посмотрите, вот это складные, очень удобно их носить, не ранишься, ничего. И пилим. Мы можем сделать несколько удобных положений, которые нам удобно, и быстро и спокойно обрезать. Давайте Сидя. обрежем. Давайте. Что-то обрежем. Давайте. Ну, в общем, я вот бесстрашно лезу вот туда вот вниз Да. и начну, допустим, вот с этой самой нижней веточки. Да. На каком расстоянии я должна ее обрезать? Вот ближе к... Ну вот сначала вот здесь могу обрезать? Можно обрезать, чтобы вам Чтобы было было удобнее. удобно да. Несколько подойти. этапов мы можем обрезать Ой. эту веточку. Я не могу. До самой кончики. Ой. Старайтесь, вот смотрите, вот здесь вот у нас утолщение. Мгм. Здесь у нас все вот сучки собраны. Здесь очень твердая такое вот древесина. Мгм. Поэтому нужно взять вот где-нибудь подальше. Потоньше. Вот, да, потоньше, вот более такие места. И там вам будет легче с ними справиться. Если вы опять к сучку, вот сюда поближе сделайте. Сюда поближе. Ой, Мгм. вот так. Вот тут вот. Получается? Ой, нет. Нет? Тогда давайте возьмем пилу. Вот пилой у вас точно получится, со всей да. силы не Давайте. получается. Так, ну что, сейчас начнем. Конечно же, это хорошо, когда это делают мужчины, но тем не менее иногда и мы можем. Вот, видите? Классно. Здорово, Теперь да. вот. И мы посмотрим, если наспил, то у нас там уже да, совершенно правильный подход. Мы сначала убираем то, что нам явно мешает. Вот смотрите, получился залом. Вот таких заломов быть не должно. Так, неправильно. Да, в общем, вот я это это вот, неправильно делаю. да, смотрите. А как правильно? Вот у нас сейчас вот здесь вот достаточно толстая ветка. И когда мы ее начали пилить, у нас получился вот такой вот залом. Такие заломы очень долго заживают, через них может проникнуть инфекция, какие-то вредители туда внутрь попасть. Поэтому мы их обрезаем вообще в 2 этапа. Сначала мы делаем первый рез мы делаем снизу, наполовину примерно, и потом второй рез мы сделаем сверху. И тогда у нас вот этой ситуации мы можем избежать. Давайте для начала удалим вот эту вот мешающую нам часть. Давайте. Ох ты. Да, и теперь мы уже непосредственно займемся нашей веточкой. Так, а я вот здесь вот подрежу вот эту вот историю. Так. И вот так в несколько приемов мы все вот это вот получаем вот срезы. Не надо торопиться, потому что то, что обрезано, оно обратно уже никак не приклеится. А вот Поэтому это можем обрезать? я думаю, что можем, да. Потому что когда крона очень густая, растению не хватает вот именно как раз и солнечного света, и питания. И да. вот эти вот, ну, нижние тоже надо обрезать, потому что они, ну, Да. особо нам... как Особо бы- они декоративности не несут. И поэтому мы вот старательно все вот это вот убираем. Смотрите, друзья, вот то, что у нас одиночные вот эти вот нижние ветки на дереве, это очень плохо, потому что они не питают, наоборот, отнимают все силы, все соки, и наше дерево остается вот таким вот, ну, как бы с недостатком влаги, может быть, да, верхние ветки. Недостаток Вот, поэтому солнышка, ветер не продувает эту крону, там развиваются болезни, вредители. Мы создаем им как раз-таки вот такую благоприятную среду. Вот так вот мы боремся вот с этим явлением. Ну и
делаем достаточно декоративный вид. Мгм. Вот, так что, друзья, Да. имейте в виду, что можно, в принципе, если вам достался садовый участок с какими-то деревьями, вы можете произвести инвентаризацию, да, вот этих деревьев, ну и решить, что вы хотели бы, либо их оставить, либо, ну, чтобы какая-то декоративность была на вашем участке. Да, вообще, конечно, молодые растения, они меньше нуждаются в обрезке какой-то вот, а с возрастом у них накапливаются какие-то такие вот моменты, процессы, и как раз таки они вот и требуют больше внимания. Но если мы будем делать обрезку регулярно, то тогда у нас, ну, это не будет занимать очень много времени и труда. Хороший инструмент и какое-то время уделенное, и уже мы получаем, смотрите, даже мы убрали совсем немножко веток, и уже у нас совсем другой внешний вид получается. Более ухоженный вид Более получается. ухоженный, да. Крона стала ажурнее, привлекательнее. Мгм. Так что, друзья дорогие, имейте в виду, что такие работы у себя на участке нужно производить достаточно часто, уделять регулярно, внимание. да. И именно еще по срокам, как мы можем понять, что, ну, вообще, что пора нашему дереву, как бы, ну, вот мы поняли, что оно вот заросло как-то уже и стелится по земле, что это плохо очень. Значит, когда нужно производить обрезочные работы за сезон? По времени Весной. года, да. Весной, когда еще почки не распустились, когда только-только растение начинает вот просыпаться, но еще не начало вот активную свою жизнедеятельность. Тогда самое время обрезку сделать. Кроме того, осенью, когда растение уже уходит в состояние покоя, оно уже пожелтели листья на нем, начали облетать, тогда мы тоже можем сделать какую-то формирующую обрезку. Ну и давайте еще один важный момент сейчас затронем. У нас, смотрите, мы срезали, у нас образовался вот такая большая рана у дерева. Да-да. Туда могут проникнуть масса бактерий, вредителей, да, и оно будет, ну, болеть, мокнуть, соки будут выходить оттуда. Чтобы этого не допустить, есть разные замазки, садовые замазки. В данном случае вот у нас садовый вар. В очень удобной форме выпускается тюбик. Вот там вот можно выжимать, и не морая мы руки, мы просто вот его и используем. Единственное, что он должен быть всегда тепленьким, это как пластилин. И он должен быть тепленьким, чтобы хорошо замазать рамку. Вот мы срезали, немножко подсушили, вот, да, и теперь вот мы помажем, обработаем, да, чтобы защитить наше растение. Тоненькие веточки обрабатывать не надо, но толстые обязательно мы должны пройти. С какой вот. толщиной? Вот, просто вот выдавливаем, прямо либо из тюбика, либо пальцем уже, и вот замазываем, вот так вот мы делаем Вот такую и вот всё. пробочку, Ну, да. как бы мазью Да, обработали. как мазью обработали, Давайте да. вот туда Давайте вот. вот еще один тюбик, срез наш большой, мы тоже его обработаем. Самый большой срез. Да. Так, вот пила. Мне понравилось работать пилой. Держите-ка. Вот здесь вот я обрежу. Пониже Посмотрите. я бы вообще под корень, если Под получится корень. у вас. Нет, ну я Ну, давайте, сначала да, здесь, потому что давайте. мне туда не подобраться. Когда вот резать, да, очень хорошо, чтобы кто-нибудь нам помогал. То есть ветка, она немножко зажимается сама по себе, она, конечно, сопротивляется. И кто-то вот стоит будет, вот придерживать, придавливать, и тогда вам будет гораздо легче работать. Гораздо легче, конечно. И вот здесь уже сказали, нужно обрезать у самого Да. основания, значит, вот здесь вот. Если там нет таких вот побегов больших, толстых, хороший потенциал, который имеет, то лучше их обрезать покороче, чтобы не оставался никакого такого неприглядного пенька. Да, у лесорубов очень интересная работа. Да, и теперь давайте сразу обработаем наш срез. И нужно Потому что обработать. он- Пила у нас, смотрите, вот какая. Конечно, в кудрях и с бриллиантами к деревьям подходить не стоит. Поэтому, в общем, одежда должна быть соответствующей. Вот. И мы немножечко дерево наше
оздоровили, да? Оздоровили. А еще посмотрите, вот этот вот тоже, вот Да, эту веточку да, тоже да. бы надо бы. Да, ну тут у нас очень много Отрезать. деревьев, давайте мы до вечера Остановимся. поработаем, да. Да. Поэтому мы уже постепенно Да. сделаем. Мы поняли, как нужно это делать правильно, как нужно, когда это нужно это делать. Мгм. Поэтому вот основные моменты так. Ну и кроме того, Так, что... я хочу закрыть пилу эту, как она закрывается? Так, А, и вот так вот. ага. Техника безопасности Мгм. всегда должна Да, быть как бы конечно. это. То есть, смотрите, друзья, вот если у вас есть вот такие вот деревья, нужно обзавестись вот такими вот, Минимальными да, набором. набором. Может подойти обычная, ну, такая Ножовка. ножовка, да, с мелкими зубчиками, которые можно вот тоже, ну, удобно вам работать было бы. Главное, чтобы она была небольшая. И тогда вам будет удобно спилить. Не обязательно покупать вот какие-то вот такие вот. Если вам, у вас объем, да, Специализированные, да. если объемы ваших... Ну, сад небольшой, Да, то есть небольшие. можно, с Можно подручными обойтись подручными средствами средствами. какими-то. Да, но секатор иметь должен каждый все-таки. И вот такой вот, ну, спасатель для Да. деревьев Замазки тоже рекомендуется, очень рекомендуется. тоже нужны. Ну что, идем дальше. Наталья Сергеевна, а как подкормить почву под нашими растениями? Да, у нас растения уже очень давно посажены. Они, конечно же, истощают почву. Они для своей жизнедеятельности используют массу разных элементов. И нужно же их откуда-то взять. И чтобы растению помочь, чтобы их компенсировать вот это вот изъятие постоянно, мы вносим как раз таки вот эти вот разные удобрения. Вообще удобрения все делятся на две большие группы. Это органические и минеральные удобрения. Органические – это те, которые мы получаем от растений либо от животных. Ну, это может быть навоз, перегной, компост. А минеральные – это вот уже наш всем известный азот, калий, фосфор, микро- и макроэлементы, то, что мы называем. Они выпускают вообще абсолютно в разном. Сейчас такое большое разнообразие, чтобы что-то рекомендовать, это очень сложно. Поэтому каждый выбирает для себя сам. Но самое главное, рекомендуется смотреть на состав. На любом удобрении, на любой упаковке очень четко написано, какой состав здесь имеется. Вот, например, у нас здесь азофоска. Здесь достаточно богатый состав. Это и азот, и фосфор, и калий, и магний, и сера. Конечно же, самые есть элементы, которые нужны для растений. Это азот, калий, фосфор. Они обязательно нужны. И остальные элементы, они нужны несколько в меньших количествах, но тем не менее они тоже должны присутствовать. И вот смотрим еще не только на состав, но и на процентное соотношение, как у нас вот эти вот элементы здесь представлены. Вот здесь, например, азот, калий, фосфор представлены по 16%. Магния всего 0,5% и серы 1,5%. Не потому, что пожалели там положить, а потому, что они нужны растениям в таком достаточно незначительном количестве. Удобрений вот огромное множество, потому что я говорила, вот, например, азот, чисто азотное удобрение. Вот как раз азотные удобрения растениям и нужны для роста, для вот формирования вот этой зеленой массы. И вот именно азотное удобрение рекомендуется носить весной. Вот когда почва еще влажная, мы вносим эти удобрения и потихонечку их так заделываем в почву рыхлилочкой, грабельками, чем-то. Вот именно это азот, он даст нам стимул для роста. Дальше, что у нас здесь? Вот калий. Калий очень нужен для формирования плодов, для того, чтобы растение было зимостойкое, за то, чтобы плоды были вкусные. Вот мы используем калий. А тогда как азот мы в конце лета, ну, то есть получается у нас урожай созревает ближе к концу лета, мы переходим на калийные удобрения. Тогда как в конце вегетации мы азот уже стараемся не использовать, потому что если мы будем вносить азот, у нас будет происходить накопление нитратов. Буквально нитраты будут накапливаться в наших плодах, что, конечно же, очень нежелательно. Желательно делать каждый год, чтобы компенсировать Потери. да, потери. Потому вот что эти вот. все-таки наши растения из земли могут, конечно, брать все это в земле есть, но Да. если у вас очень много посадок, естественно, на все про все хватать не будет. Не будет. И поэтому нужны добавки, добавочная, как говорится, вот витаминная такая Ну, подкормка. Да, но с этими удобрениями очень нужно быть аккуратными. Мало того, что все-таки это химические продукты, нужно обязательно работать в перчатках, в маске. Что еще главное? Смотрите на дозировку.
у каждого удобрения, в каждой фирме рекомендует свои дозы внесения удобрения. Ни в коем случае нельзя превышать их. Если здесь у нас написано, что мы на квадратный метр используем 30-35 грамм, то мы должны использовать не больше вот этих 35 граммов на квадратный метр. Лучше нести меньше, чем больше. Если мы внесем больше, растение будет опять испытывать стресс, у нас поменяется почвенная концентрация всех этих веществ, и отток будет из растения, влага будет наоборот уходить. Не растение будет из земли всасывать влагу, а наоборот будет влага уходить из растения в почву. Ну и, конечно же, никогда не забываем про микроудобрения. Они всегда нужны. Они разные. Это и бор, и цинк, и марганец, и кальций, и молибден. Все они сейчас тоже доступной формы есть. Рекомендуется использовать это хелатные удобрения. Это соединение именно металлы с органическими кислотами. Они доступны для растений, они легкие, простые в использовании и не вызывают каких-то таких негативных последствий ни для растений, ни для человека. Ну, конечно, в разумных пределах, соблюдая технику безопасности. Так, ну что? Давайте сейчас как раз то, что у нас весна, мы вскроем, подержите кончик. Мы вскроем, мы как раз и подкормим наши яблони, которые мы только что удобрили. Мы их подкормим нашим азотом, чтобы они развивались хорошо и цвели. Я в перчатках, давайте я это и сделаю. Высыпаем буквально. Мы посмотрели, что у нас здесь под наши плодовые деревья 180-200 грамм нужно на растение, либо 25-30 грамм на квадратный метр. Мы придерживаемся этого. 25 грамм – это примерно столовая ложка. И мы высыпаем. У нас прямоугольный круг наш. Конечно же, надо было его очистить от опавшей прошлогодней листвы. Это постепенно сделается. И мы просто видите, у нас это такие гранулы. Примерно у нас одна порция, это столовая ложка. Получилась. Здесь у нас примерно 4-5 квадратных метров. То есть я должна примерно 4 таких грозди и внести. И рассыпаем. Посмотрите, рассыпаем не только под это растение, дерево, под само дерево, но и рядом. Мы помним, что у нас корни распространяются здесь везде. Самое большое количество корней, как раз где веточки наши расходятся, на какое расстояние, тут у нас как раз самое большое количество корней. Это у яблони. Это у всех растений, у всех деревьев так. Ну и у нас последние наши удобрения. Этого будет достаточно на год для этого растения. На год прям? На год до достаточно, следующей весны? Следующей весной мы придем и опять подсыпем какое-то... То есть мы добавили карбонат, это мочевина, да? Это мочевина, это азот. Это чистый азот. Здесь 46% это уже содержание азота. Азот нам нужен для того, чтобы наращивалась очень хорошо зеленая масса. Да, зеленая масса. Калий для цветения, фосфор для цветения, калий для образования плодов уже. Очень хочется подчеркнуть, ни в коем случае нельзя путать удобрения и стимуляторы роста и развития растений. Это разные вещи, они действуют по-разному. Если удобрение содержит в себе какие-то элементы, химические элементы, то стимуляторы роста и развития содержат в себе более сложные вещества, которые способствуют росту и развитию растений. Это как раз фитогормоны, гормоны, которые тоже образуются у растений. И именно благодаря использованию этих стимуляторов мы повышаем концентрацию этих фитогормонов по растению, увеличиваем сопротивляемость растений к неблагоприятным факторам, к засухе, к сильным солнечным воздействиям, с понижением температур. Мы стимулируем их более лучшее развитие, мы стимулируем цветение. Именно это как раз и достигается стимуляторами роста и развития. Но при хорошем питании, конечно же, растений. То есть мы не забываем про удобрения и также разумно пользуемся стимуляторами роста и развития. Их достаточно много тоже назвать, например, это всем известный циркон, эпин, HB101, энерген. Их очень много, большое разнообразие у нас представлено. Тоже используем строго по инструкции, ни в коем случае не превышая указанные дозы. Ну что, дорогие друзья, сегодня мы много узнали очень интересного о плодово-ягодных деревьях, а именно о яблонях. Скоро
начнется пора цветения яблони. Это просто удивительное время будет. Но чтобы добиться вот такой красоты, а то и плодов, нужно, конечно же, потрудиться. И сегодня мы говорили как раз об этом с Натальей Сергеевной. Огромное спасибо, Наталья Сергеевна, что вы нас посвятили вот в эту очень интересную тему. А мы, друзья, ну что, будем дерзать и пробовать?